Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность организаторам вебинара Виктории за предоставленную возможность выступить на вашей площадке. Тема актуальная — всеобщее декларирование. Уважаемые участники вебинара, все вы знаете, что с этого года, с 1 января 2024 года, в Казахстане наступил третий этап всеобщего декларирования, значит, в рамках которого декларацию об активах и обязательствах, форму 250, обязаны уже представить, то есть представители бизнеса, да, руководители, учредители, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Основной задачей всеобщего декларирования, в принципе, тоже всем известно, это обеспечение справедливого налогообложения, снижение уровня коррупции, теневой экономики. Что касается форм, тоже все знают, то есть у нас две формы. При входе в систему всеобщего декларирования сдается декларация об активах и обязательствах, форма 250. Она сдается один раз, там, за исключением отдельных случаев. Это когда сдают кандидаты, значит, на выборную должность или при поступлении на государственную службу. Ну а далее в последующем уже сдается ежегодно декларация о доходах и имуществе, форма 270. Поэтому сейчас мы немного расскажем с учетом изменений об этих двух формах и ответим на вопросы. Значит, в текущем году у нас, получается, сдает третий этап. То есть декларация у нас об активах, обязательствах, она у нас сдается, как я уже сказала, руководителями, учредителями, участниками юридических лиц, а также их индивидуальными предпринимателями, их супругами. И в этом же году у нас, получается, сдают декларацию представители, участники первого-второго этапа. То есть на первом этапе у нас с 2021 года это вступили государственные служащие, приравненные к ним лица, а также их супруги. И на втором этапе с 2023, то есть в прошлом году, работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора, а также их супруги. То есть получается у нас в этом году тоже большое количество граждан, которые должны сдать декларацию. Ну, хотелось бы отметить, немножко рассказать о статистике сдачи декларации. Статистика сдачи отчетов у нас получается на сегодня по Восточно-Казахстанской области, ну, грубо говоря, на 4 августа. Если у нас по форме 270, то есть это участники первого-второго этапа, должны представить в целом в этом году 121,5 тысяч граждан, то представили на 4 августа 79%, то есть 96,5 тысяч физических лиц. Осталось немного времени до 15 сентября. И получается, участникам третьего этапа на сегодня процент сдачи составляет 52%. То есть в слайде видно, на слайде, по Восточно-Казахстанской области. Всего количество обязанных представить лиц в этом году из участников третьего этапа по ВКО составляет 76,6 тысяч граждан. То есть не представили 36,8 тысяч физических лиц. Значит, следующее. У нас, получается, в законодательстве в этом году были внесены изменения некоторые, очень, ну, скажем так, положительные. И как раз-таки был установлен один срок для сдачи декларации. То есть декларацию необходимо представить не позднее 15 сентября, как 250-ю, так и 270-й формы. То есть на сегодня осталось очень мало времени, поэтому мы акцентируем внимание на способах представления декларации. Декларации, значит, можно представить в электронном виде и на бумажном носителе. В электронном виде через кабинет налогоплательщика, значит, ЕГОВ, то есть через портал электронного правительства. Можно представить через ЕСалык-Азамат, это наше мобильное приложение Комитета государственных доходов. И есть еще банковские приложения, где тоже очень легко и удобно, без ЭЦП на основе СМС-пароля можно сдать отчетность. То есть это Халык, Каспий. Каспий реализовал 250-ю форму и банк Центркредит. На бумажном носителе тоже спрашивают налогоплательщики, можно будет сдать, направить по почте, либо в явочном порядке непосредственно в территориальное управление государственных доходов, либо через ЦОНы. Что касается изменений. Относительно изменений мне хотелось бы отметить, что
У нас, получается, тоже вот недавно, буквально 1 июля, значит, были внесены изменения в налоговый кодекс. Они тоже положительные, так скажем, для отдельных категорий граждан. Изменения связаны с тем, что от сдачи отчета у нас освобождены именно декларация об активах и обязательствах формы 250. Причем ретроспективно с 1 января 2023 года нерезиденты, с 1 января 2024 года учредители и участники некоммерческих организаций и акционеры, если они одновременно не являются руководителями, учредителями, участниками коммерческих организаций, индивидуальными предпринимателями, либо их супругами. Ну, в этой части тоже очень много вопросов поступает к нам в департамент и в территориальное управление государственных вод. Поэтому мы подготовили немного часто поступающих вопросов. Разрешите их озвучить. Вот такой вопрос. Если учредитель некоммерческой организации, к примеру, религиозное объединение, является одновременно руководителем этой же некоммерческой организации, надо ли ему представлять в этом году декларацию формы 250? Ну, получается, что у нас идет освобождение в этом году с 1 января 2024 года от представления декларации формы 250 учредителей и участников, получается, некоммерческой организации. Соответственно, если данный учредитель является одновременно руководителем этой же некоммерческой организации, то, соответственно, у него есть обязательство в этом году представлять декларацию формы 250. И здесь мне хотелось бы сразу же дополнить свой ответ, что если мы говорим об освобождении в этом году таких категорий, как учредитель, участник некоммерческой организации, держатель акций, то данные лица, если в этом году освобождаются, но в следующем году, на 4-м этапе, они уже должны будут обязаны сдавать декларацию входную формы 250. Второй вопрос. Если учредитель некоммерческой организации является одновременно учредителем ТО, то надо ли в этом году сдавать декларацию формы 250? Да, то есть если учредитель некоммерческой организации является одновременно учредителем ТО, то надо сдавать в этом году декларацию формы 250. Если учредитель некоммерческой организации является одновременно руководителем или учредителем коммерческой организации, либо индивидуальным предпринимателем и их супругами, то возникает ли обязательство в этом году представить декларацию формы 250? Ну да, то есть если льготная категория, ну, то есть учредители некоммерческой являются одновременно предпринимателем, к примеру, супругами, да, предпринимателя или руководителя ТО, руководителем или учредителем ТО, там, ну, коммерческой организации, то, соответственно, есть обязательство по представлению в этом году декларации формы 250. Если учредитель юридического лица, зарегистрированного в Республике Казахстан, является нерезидентом, то нужно ли ему в этом году представлять декларацию формы 250? Получается, здесь хотелось бы отметить следующее. Участниками 3-го этапа у нас являются руководители, получается, учредители, участники юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Если они по состоянию на 1 января, к примеру, этого года, 2024 года, да, ну, то есть являются таковыми, то, соответственно, здесь ключевые слова — это 1 января 2024 года. Соответственно, если руководитель юридического лица является нерезидентом на 1 января 2024 года, то ему не нужно представлять в этом декларацию формы 250. Как определить, являюсь ли я нерезидентом, если я являюсь супругой руководителя ТО, имею гражданство Российской Федерации, периодически приезжаю в Республику Казахстан? Налоговый кодекс содержит термины и понятия, определения, кто является резидентом и нерезидентом. То есть это статья 217 Налогового кодекса. Здесь, значит, дается определение, кто является в целях Налогового кодекса резидентом Республики Казахстан. То есть это то физическое лицо, которое постоянно пребывает в Республике Казахстан, либо не постоянно пребывает в РК, но центр жизненных интересов находится в РК.
в Республике Казахстан. Постоянное пребывание, оно определяется нахождением, да, периодом нахождения. То есть это в Республике Казахстан не менее полугодия, то есть 183 календарных дня в любом последовательном 12-месячном периоде. Ну или либо если лицо не постоянно пребывает, да, то но при этом имеет центр жизненных интересов. Центр жизненных интересов тоже определен данной статьей 217 Налогового кодекса, который определяет, что значит, лица могут признаваться резидентами при непостоянном пребывании, но при наличии центра жизненных интересов. Центр жизненных интересов — это одновременное, значит, соответствие 3 условиям. То есть лицо, значит, является гражданином Республики Казахстан, либо имеет вид на жительство в Республике Казахстан. Второе условие — это супруга, значит, или близкие родственники проживают в Республике Казахстан данного физического лица. Третье — это супруга или близкие родственники, либо само физическое лицо имеют недвижимость в Казахстане. Да? Соответственно, при одновременном соответствии данным условиям такое лицо является резидентом. И получается, если физическое лицо, получается, не является резидентом, то есть не соответствует условиям постоянного пребывания, то есть центра жизненных интересов при непостоянном пребывании, то тогда данное физическое лицо является нерезидентом, супруга руководителя ТО, и декларацию не сдает в этом году. Здесь, да, хотелось бы еще раз заакцентировать внимание участников вебинара на сроках представления декларации. То есть срок у нас один, не позднее 15 сентября 2024 года. То есть способы представления, в принципе, я уже озвучила. Здесь мне хотелось бы добавить, что обязанность по представлению декларации не отменяется, даже если деятельность ТО, ну или ИП по состоянию на 1 января 2024 года приостановлена. То есть такие, значит, у нас лица сдают. При этом хотелось бы отметить в данном случае по представлению декларации формы 270. У нас сейчас, я еще дальше в слайдах озвучу, как бы расскажу немного о 270, как ее нужно представлять. А так это вот общие способы представления декларации. Перед заполнением декларации, это вот об активах, обязательствах, рекомендуется все-таки подготовить подтверждающие документы. То есть это оценить у независимого оценщика имущества стоимость единицы, которая составляет более 1000 МРП, 3,5 миллиона тенге при желании. При этом оценка должна быть на 31 декабря 2023 года. Заверить договора займов у нотариусов при условии, что займ был представлен до 31 декабря 2023 года. Ну и проверить наличие активов и обязательств в Казахстане. Тут указаны сайты, где можно будет посмотреть, то есть и проверить свои активы и обязательства. Здесь хотелось бы сразу оговориться о том, что сама декларация об активах и обязательствах, она входная, и здесь нужно будет максимально достоверно отразить все имущество, которое имеется, ну, в Казахстане и за рубежом. То есть единственное, что в Казахстане не отражается имущество, подлежащее регистрации, это недвижимость, земля, транспортные средства. Вот мы дошли до декларации формы 270. Значит, как я уже говорила, в этом году у нас, получается, на этом сдают участники 1-2 этапа. И в этом году очень тоже много были внесены изменения в саму форму декларации. Именно послабляющие изменения в том плане, что исключены теперь, то есть форма сама оптимизирована, не нужно будет показывать, получается, доход, подлежащий налогообложению источника выплаты, то есть это зарплата, алименты, пособия, дивиденды, вознаграждения. Показываем только доход, подлежащий налогообложению физическим лицом самостоятельно. Ну, это в том числе там имущественный доход, доход от прироста стоимости при продаже активов, доход от продажи, от сдачи в аренду жилья, доход из источников за рубежом. И, значит, исключили сведения, получается, о приобретении и отчуждении имущества для граждан в Казахстане и об источниках покрытия расходов на приобретение имущества.
То есть обычные граждане у нас показывают сведения о приобретении, отчуждении имущества только за рубежом. Государственные служащие и приравненные к ним лица показывают эти сведения как в Казахстане, так и за рубежом. Плюс еще сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества. Как задать вопрос и получить консультацию? Ну, в каждом территориальном УГД, то есть управлении госдоходов, действуют консультационные центры. Можно позвонить на контакт-центр, либо обратиться в территориальное управление государственных доходов. В департамент можно будет обратиться по телефонам 70 04 59 24 43 30. И мы проводим, получается, по всей Республике Казахстан, все органы государственных доходов проводят еженедельно конференции Zoom. Идентификатор тоже указала, код доступ имеется, то есть каждую среду по форме 250 и каждый четверг в 11 по форме 270. На слайде указано, получается. И мы переходим, получается, к ответам на ваши вопросы, которые вы нам задавали предварительно. Ну, плюс еще включили некоторые тоже вопросы, которые наиболее часто поступают. Если ИП в прошлом году сдавал уже форму 250, потому что его супруга работает в госсекторе, то в этом году ИП нужно сдавать 270 или 250. Поскольку, получается, ИП в прошлом году уже вошел в систему всеобщего декларирования, как я уже говорила, эта форма сдается один раз, соответственно, он продолжает путем сдачи в этом году декларации формы 270. Как сдать исправительную декларацию 250? Неверно указан период 2023 вместо 2024 года. Декларацию заполняла в кабинете налогоплательщика, заполнила форму из списка 2023 года, потом уже поняла, что дата автоматически заполнилась 31 декабря 2022. Но здесь мы рекомендуем все-таки, учитывая, что срок еще не наступил, 15 сентября, отозвать и сдать декларацию, получается, снова с корректным указанием периода. То есть период у нас нужно будет 2024 выбирать, чтобы дата сложилась у нас по состоянию 31 декабря 2023 года. Кстати, по 270 форме мне хотелось бы сразу же, я забыла добавить, что сейчас у нас получается новая форма с учетом изменений. Она с 1 августа все-таки реализована в информационных системах, то есть в кабинете налогоплательщика СОНа, поскольку до этого мы консультировали, что можно сдавать по старой версии. Все сейчас уже в электронном виде можно сдать в 270 через кабинет налогоплательщика, но через ЕСЛ и Казамат сейчас не получится и через банковские приложения сдать 270 форму, потому что с техническими, получается, по техническим причинам в ЕСЛ и Казамате, то есть форма это обновляется. Поэтому есть возможность сейчас 270 форму с учетом измененную форму, с учетом изменений сдать через кабинет налогоплательщика, либо СОНа. Так. Следующий вопрос. Наличные нужно показывать в 250 форме? Нужно ли отражать в графе наличные деньги на сумму 1000 МРП на всякий случай, как говорят некоторые консультанты, если фактически на руках нет этих денег, а все хранится на депозитах в банке РК? Ну, наличные, конечно, нужно показывать в 250 форме. Это один из активов, отражается как в Казахстане, так и за рубежом. Главное здесь предел, нужно обратить внимание, до 10 тысяч МРП. Для участников третьего этапа это 34,5 миллионов тенге. Если, получается, налички нет, но все хранится на депозитах в банке РК, то ничего страшного. Это органы государственных доходов при налоговом администрировании все это будут использовать, то есть сведения уполномоченных органов. Так. Правда ли, что после сдачи входной декларации 250 будут отслеживать расходы? Например, если ИП указал бриллиантовое колье за 4 миллиона в форме 250, так как стоимость превышает 1000 МРП, а в следующем году купил поддержанную машину за 4 миллиона, то к нему вопросов не будет, так как он отразил данную сумму. Второй ИП не отразил свое украшение на 4 миллиона, так как каждое изделие не превышало 1000 МРП. При покупке в последующем машины за 4 миллиона к нему будут вопросы об источнике средств.
Да, декларация об активах и обязательствах здесь позволяет отразить дорогостоящее имущество, которое, получается, не подлежит госрегистрации. Ну, это, вот, к примеру, картины, какие-то ювелирные изделия, в том числе бриллиантовое колье, да, что говорит налогоплательщик. И мы говорим, да, что если за единицу у нас стоимость превышает 1000 МРП, то необходимо сделать оценку оценщика до сдачи декларации до 15 сентября, получается, 2024 года, по состоянию 31 декабря 2023 года, чтобы в дальнейшем у вас был источник приобретения какого-либо имущества. В данном случае мы рекомендуем тоже сделать оценку, ничего страшного, для себя, то есть у оценщика, и отразить имущество можно будет. Нужно ли отражать недвижимость, которая есть у меня в Республике Казахстан, в другом городе? Нет, в Республике Казахстан недвижимость, земля, транспорт мы не отражаем, потому что эти данные есть в органах государственных доходов. У меня есть дорогое бриллиантовое колье, нужно ли его отражать в декларации? Да, если стоимость превышает свыше 1000 МРП, получается, при наличии оценки, оценочной стоимости, и до 15 сентября нужно сделать эту оценку, то можно будет отразить. Подскажите, пожалуйста, цифровые активы, как декларировать? Цифровые активы нужно будет указать в приложении, по-моему, 4, сведения о ценных бумагах, цифровых активах. Там указывается, получается, количество цифровых активов, криптовалюта, биткоины, и указывается код страны, код валюты и стоимость приобретения, получается, за одну единицу. Причем можно будет использовать запись в криптокошельке за стоимость приобретения. Подскажите, пожалуйста, как отразить в декларации КРС, если хозяйство как такового не имеется, а весь скот находится у родственников? Нужно ли вообще его отражать в 250 форме? Если нет, то как доказать денежные средства, полученные от продажи скота в дальнейшем? То есть я уже в принципе говорила, на предыдущий вопрос отвечала, что имущество, где стоимость превышает 1000 МРП, это получается тоже картина, это тоже может быть племенной какой-то скот, да, где стоимость превышает свыше 3,5 миллиона тенге за единицу, да, то можно будет отразить при наличии оценочной стоимости. Дело в том, что скот, крупнорогатый скот, это сведения, получается, уполномоченных органов, где мы можем органы государственных доходов получить, получается, при администрировании, поэтому показывать здесь не нужно такие денежные средства, такие сведения по крупнорогатому скоту. Ну, а как доказать? Ну, мы тоже при администрировании можем, получается, получить такие сведения в уполномоченных органах. Если физическое лицо, работая в АО, имеет привилегированные акции, ежегодно получает дивиденды, надо ли их указывать в 250 и в дальнейшем в 270 форме? Да, в декларации об активах и обязательствах мы показываем акции, в приложении сведения по ценным бумагам, показываем, получается, количество, код страны, код валюты, стоимость за единицу, получается, приобретения. В отношении дивидендов мы показываем в 270 форме, потом уже при получении дивидендов из источников за рубежом. Дивиденды в Казахстане от налогового агента, как доход у источника, он не отражается. Как ИП я указываю все доходы, плачу налоги, снимаю деньги для себя, храню их. 270 опять должна показывать, ведь уже заплатила за них. Нет, декларация 270, вы отражаете доходы, подлежащие физическим лицом налогообложению самостоятельно, за исключением доходов от предпринимательской деятельности. Поэтому нужно разделять доходы непосредственно свои, как физического лица гражданин, так и доходы от предпринимательства. 250 и 270 доходы по предпринимательской деятельности не отражаются. Оценка должна быть по состоянию на 31 декабря 2023 или на какое число? Декларация же за 2023 год. Да, оценка должна быть по состоянию 31 декабря 2023 года. 250 входная отражает все активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2023 года. Что влечет за собой неправильное заполнение декларации?
Ну, неправильное заполнение декларации вы, в принципе, можете исправить путем сдачи дополнительной декларации за период срока исковой давности. Единственное, не корректируется строка дебиторская кредиторская задолженность. Там отражается один раз, в первоначальной декларации указывается. То есть 250 вами указывается с периодом, получается, 2024 и с видом первоначальная. То есть впоследствии можно будет в течение 3 лет сделать исправление. В отношении административной ответственности у нас получается за недостоверное указание, неверное указание есть тоже административные санкции. На первый раз предупреждение, при повторности 3 МРП. В принципе, все, да, уже? Где там были, да, какие-то вопросы? Простой вопрос. Поступило несколько вопросов в чате. Вопрос, в каком окне или в каком кабинете можно получить консультацию по 270 форме в департаменте УГД по УК. Ну, наверное, лучше обратиться по контактам, да, которые приведены сейчас на слайде. Да, то есть лучше позвонить на контакт-центр 1414, добавочный 3. Можно будет, если явочно, то подойти прямо непосредственно в УГД территориальное. Там есть консультационные центры, прям отдельные кабинеты, где вам помогут заполнить декларацию. Если по телефону, то телефоны департамента я указала. В принципе, можно будет позвонить. И на Zoom-конференции вы также можете подключиться по этим реквизитам и задать свои вопросы. Мы всегда готовы помочь. И еще один вопрос. Если есть недвижимость за границей, но нет оценки, то как быть предпринимателю? То есть недвижимость, она за границей, не казахстанское имущество, его нужно задекларировать, но отсутствует оценка. Нужно сделать оценку, да? Недвижимость за границей. Мы указываем, там получается, вы имеете в виду, что стоимость, да, в этой графе, где? Да, стоимость в графе неизвестна. Ну, можно, да, сделать оценку. Там указывается, получается, место нахождения, код страны, получается, ИИН. И, да, если нет оценки, то можно... Главное указать. То есть указать наличие имущества. Указать наличие имущества. Если нет оценки, но есть какая-то косвенная информация о стоимости. Может быть, документы по приобретению прошлых лет. Можно ли их использовать при заполнении формы? Да, можно будет. Главное указать это имущество далее, чтобы потом у вас было чем мотивировать. И вопрос все-таки по отчетному периоду. Руководители ИП и ТО сдают форму за 2023 год и за 2024. 250-ю форму сдаем с указанием периода 2024. То есть мы сдаем форму за 2024 год по состоянию на 31 декабря 2023 года. Она входная. Это входная декларация. В кабинете очень важно, выбирая форму. Выбираем формы из ветки 2024, потому что, выбирая 2023, будет указана неправильная дата. Очень, да, поэтому рекомендуем. Это наиболее частая ошибка, распространенная ошибка. И, к сожалению, потом, да, могут быть санкции просто. В общем, можно сказать, что форму сдаем за 2024 год, выбираем из ветки формы 2024 года. Кабинет автоматически определит, что форма сдается по состоянию на 31 декабря 2023 года. Ну, наверное, на этом у нас все. Большое спасибо за интересную информацию. Коллеги, если будут еще вопросы по этой теме, вы можете их задать в чате, мы соберем и передадим спикеру. Да, спасибо большое еще раз. И, коллеги, мы переходим ко второй части нашего семинара, к заполнению декларации по форме 910.